Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на вашего мужчину. Давайте посмотрим, на что загаданный мужчина готов пойти ради вас. Вот насколько он вами дорожит, что ради вас он готов сделать, на что он пойдет. Загадайте, пожалуйста, на своего мужчину, представьте его, назовите по имени, мысленно, либо вслух задайте ему такой вопрос. Мой милый, дорогой, на что ты готов пойти ради меня? Вот, ну и песочек нам все покажет. Мои хорошие, вы пока настраивайтесь. Я же быстренько всех вас поблагодарю, сердечно поблагодарю за то, что выбираете быть со мной и за ту невероятную и потрясающую поддержку, которую вы мне ежедневно даете. В комментариях, лайками, донатами. Земной вам поклон. И пусть вам вернется в миллион раз больше. Да будет так, воистину так и будет. Ну что, загадали? Давайте теперь посмотрим, на что ваш благоверный ради вас пойдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ох, ничего себе, вы его зацепили. Ой, он как будто бы ваша игрушка, да, либо превращается в вашу игрушку. Не властен сам над собой. Он такой прям блаженный. Вот когда вы рядом, он превращается в блаженного человека, а ему больше ничего не надо, лишь бы вы были рядом. Как игрушечка в ваших руках. Говорит, я безвольная кукла в ее руках, и я так этому рад, я такой счастливый, что я в ее руки попадаю. Ой, как же сильно вы на него влияете. Девочки, вы даже себе представить не можете, как сильно вы на него влияете и воздействуете. И в кого он превращается рядом с вами. Действительно, какая-то тряпичная кукла становится, а не мужчина. Да, возможно, вы этого не замечаете. Просто не присматриваетесь, да? Либо еще глаз не привык, не замылен. Ну, что есть, то есть. Мужчина, конечно, тут балдеет. Он балдеет от вас, он балдеет от вашего запаха, от вашей красоты, от вашей безумной какой-то энергетики. Ой, вы для него свет в оконце, вы для него это прям счастье счастливое, помноженное на любовь, помноженное на страсть и на все удовольствия мира разом взятые. Представляете? Прям ключ. Вы, вот он ключ, видите? Вы ключ от его жизни, от его счастья, от его сердца, от его души, от всего, что он имеет. Это вы, и вы его ключ. Без вас этот мужчина, он и не живет, и не дышит. Вы его ангел, вы его путеводная звезда, вы его дыхание, понимаете? Вот. Господи, как мило. Мне так нравятся такие отсыпки. Мне нравятся такие мужчины, которые настолько сильно могут влюбиться в женщину. Ну что ж, я вас поздравляю. Вы красотка. Вы это сделали, да. Он ваш. Считайте, что он у вас в карманчике сидит и балдеет, да. Потому что это вы, это ваш карман. Так, девочки, ну-ка признавайтесь. У кого тут треугольник? Ну, тут явно у кого-то треугольник. Не могу понять, с вашей стороны, либо с его стороны. Треугольник явно у кого-то есть. И этот треугольник, он, я так понимаю, что вас беспокоит. Мужчину вообще не беспокоит. Мужчина такой, да какой там треугольник, вообще не важно. Главное увидеть мою любимую. А вот вас этот треугольник беспокоит. Почему-то вы видите в этом треугольнике крест. Крест, ну, буквально как запрет, да, что ничего не будет, потому что это треугольник, потому что он не свободен, потому что я не свободна, да. Как-то вы очень пессимистически смотрите на ваши отношения в разрезе этого треугольника. Почему-то крест нарисовали. Может быть, не уверены в мужчине, может быть, не уверены в своих силах, да, если вы не свободны. Может, вам и в голову не приходило уходить от своего мужа, да, к этому мужчине переходить. Вы просто так, да, развлекаетесь, либо из праздного интереса. Но, может быть, действительно,
Вам кажется, что мужчина никогда не оставит свою жену, да, для того, чтобы быть с вами. Вы очень сильно ошибаетесь на самом деле. Ради вас этот мужчина на что угодно пойдет. На что угодно. У него нет барьеров, у него нет рамок. Вот нету их не существует. Вот все, что скажете, что прикажете, он на это пойдет. Вам достаточно просто сказать, да, пальцем так тык-тык-тык, поманить, и мужчина сделает все. Сделает все, в лепешку разобьется ценой своей жизни, но он это сделает. Что угодно. Скажете, что почку продал, продаст. Скажете, что в космос за звездой полетел, полетит. Скажете, что вплавь там, не знаю, океан переплыл, поплывет. Он даже не будет задумываться, сколько мне это будет стоить, либо как это повлияет на мое здоровье, смогу, не смогу. Ему главное, что вы сказали, что вы приказали. Благо вы женщина разумная, да, и вы не будете от него такого требовать. Хотя по приколу можете. Ну, пошутить, да, пошутить можете, потом сказать, не надо, я передумала. И он будет готов, вот в прямом смысле слова готов. Он не будет вам говорить нет. Для вас... У него для вас слова «нет», его не существует. Вот. Когда он общается с вами, слово «нет» полностью вылетает из его лексикона и вылетает из его головы. Он не понимает, что такое «нет». В отношении вас он не понимает, что такое «нет». Не будет он вам такое говорить. У него тут такая стадия влюбленности, когда он просто обезумел от любви к вам. Как он вам может сказать «нет»? Как он может вам в чем-то отказать? Да ради вас он любого на британский флаг порвет, понимаете? Только вот ткни пальцем, да? Даже говорить не надо, просто ткни пальцем, и он это сделает. Как это, знаете, цепной пес. Порвет любого. Да, конечно, вы уникальная. Я не могу понять, кто вы такая. Вы уникальная. Это же надо было так мужика довести до такой степени влюбленности. Кстати, это редкий уникальный дар. Редкий уникальный дар. Вы и любить умеете, и принимать любовь умеете. Вот. Может быть, вы и не хотели, чтобы он так сильно в вас влюбился, но это уже произошло, это уже факт. И ничего с этим не сделаешь. Так, на что он готов? На все готов. На все готов. То, что у него там может быть другая женщина, не об этом надо думать. Она для него, может быть, и там есть какие-то ощущения, чувства, хотя бы дружеское чувство, либо просто чувство, что вот я знаю этого человека, сколько-то лет мы с ней прожили, но не более того. Если вы скажете, он пойдет на все. Он, я не знаю, уйдет, разведется, съедет, уедет, переедет. Он все это сделает. Он все это, будет делать. Единственное, конечно, совесть может мучить, но с другой стороны, ради вас он готов на все. О чем вам нужно беспокоиться? О том, что вот та женщина, которая, допустим, рядом с ним, она так просто его не отпустит. И пусть она не может на него влиять так, как вы, но зато она может пойти во все тяжкие в плане применения угроз, оговоров, наговоров, заговоров, магии, да, вот может. И, скорее всего, будет, либо уже начинает это делать. Потому что вы серьезный соперник, да, серьезная соперница, и она будет защищаться. Потому что ей этот мужчина тоже нужен. Если вы не свободны, скорее всего, вы понимаете, что тот мужчина, который рядом, он навряд ли вас отпустит, и он будет делать все, чтобы вас удержать рядом с собой. Пусть он и не готов, тот, кто сейчас рядом с вами, на все ради вас, но, тем не менее, отпускать он вас не намерен. И это будет очень тяжело. Мне знаете, идет либо мужчина не свободен, женат, либо вы не свободны, замужем, может, даже в гражданском браке. Но что там партнерша не будет отпускать, что здесь у вас партнер не будет отпускать. Об этом надо думать. Да, об этом. Это проблема, а не то, что вы себе другое придумали. Загаданный вами мужчина пойдет на все, еще раз повторюсь. А вот партнеры могут быть против. И против очень сильно. Тут, если вы хотите быть вместе, то вам нужно будет куда-то прям вместе уезжать. Причем чем дальше, тем лучше. И даже, возможно, на какое-то время скрывать, где вы находитесь, обрывать связи с прошлой жизнью. Потому что, да, вам будут мешать, и его партнерша может мешать, и ваш сегодняшний партнер может мешать, портить настроение, портить жизнь.
Вот, хотите быть вместе, собираете вещи и куда-то туда, в рассвет уезжаете. Чем дальше, тем лучше. Это такой вот для вас выход. Но так мне вообще идет, что у вас тут связь такая, знаете, какая-то неземная. По крайней мере, к мужчине, у мужчины к вам привязка действительно неземная. Прям как душа его к вам прилипла. Как, знаете, вот стик прилипла и отрываться не хочет. И это его желание не отрываться от вас. Кстати, возможно, сейчас это вас все забавляет, а в будущем это может быть даже какой-то тяжестью. Да? Потому что мужчина, вот он прилип, и он не отлипает. И его невозможно будет отговорить, да, чтобы он отлип, отстал от вас. И будет прям хвостиком за вами везде ходить. Станет вашей тенью и будет этим, знаете, вьюнком, да, который вьется везде за вами. Ну вот как-то так вышло, что он так сильно влюбился. Мне вообще идет, что вы для него какая-то вот прям как первая любовь. Даже если мужчина не молодой, то впервые по-настоящему он влюбился именно в вас. Вот. Вы для него первая и единственная любовь тогда получаетесь. Если вы оба очень молоды, то да, вы первая любовь и единственная для мужчины. Ну, либо поздняя, да, единственная, либо первая и единственная. Вот как-то так мне идет. И еще я вижу, что у вас как-то это все начиналось, знаете, весело, да, это как какая-то игра была, пикировка, вы с друг другом пересматривались, флиртовали, да, вот как развлечение было. И вы, скорее всего, сами не ожидали, что для мужчины это станет настолько сильно серьезно. Хотя вам тоже это все нравится, и это тешит ваше самолюбие. Но вы ведь видите, какими глазами он на вас смотрит. Там же все написано, понимаете, в этих глазах все написано. Ради тебя на все пойду. Все, никаких барьеров и рамок у него нет. На все пойдет. Вот. А вот вы ради него не пойдете на все. Ну, потому что вы женщина разумная, вы умеете держать себя в руках, и вы умеете совладать со своими чувствами. Поэтому вы на все не пойдете. Ну, на запрещенку точно не пойдете, на преступление не пойдете. Вот. А он на все пойдет, у него барьеров нет. Девочки, что сказать? Влюбился так влюбился. Сейчас это как развлечение, радость, да. Приятное событие. Но в будущем, если вы захотите от этого мужчины уйти, либо разорвать с ним связь, то это может тоже быть проблемой, потому что он не уйдет. Просто не уйдет. А если вы хотите прям действительно с ним счастье обрести, тогда вам нужно куда-то уезжать. Чем дальше, тем лучше. Да? Рвать связи с прежней жизнью и куда-то вдвоем уезжать. Ну, с таким мужчиной вы не пропадете. Ради вас он там, не знаю, на 3 работах будет работать, лишь бы вы ни в чем не нуждались. За это беспокоиться не надо. Единственное, что да, там проститься с родным краем, там, с друзьями, с родственниками, это может быть тяжело. На том месте, где вы сейчас проживаете, либо ваш партнер, либо его партнерша не дадут вам нормально, спокойно жить. Ну, либо вас ждут какие-то месяцы, может быть, даже годы борьбы за свое счастье. Но вот как лучший вариант – это уехать. Вместе уехать, причем уехать подальше от всех. Будете ли вы счастливы с этим мужчиной? Вполне себе. Вполне себе, потому что с такой любовью, да, может быть, немножко будет приторно, будете немножко уставать от того, что он постоянно там ластится, там, тактильный очень сильно, что он буквально там вам в глаза заглядывает, под вас подстраивается. Ну, это немножко утомлять будет. А так, в принципе, вы женщина сильная, разумная, почему бы и нет. Вы оцените перспективы отношений с таким мужчиной. И это неплохо, это даже очень неплохо. Когда, понимаете, готов разбиться в крошку, в лепешку, лишь бы вам угодить. Это же неплохо, это очень даже неплохо. Опять же, к хорошему быстро привыкаешь, почему бы и нет. Это будет ваш выбор, потому что это ваша жизнь, это ваша судьба. Вот как вы решите, так и будет. Но все в ваших руках. Вот я вижу вас между 2 мужчин. Может быть, это и не мужчина, а это 2 варианта вашей жизни, дальнейшей вашей судьбы. Вот вы посередине, вот один вариант, вот другой вариант. И один вариант очень неплохой, и второй вариант тоже очень неплохой. Что выберете, то и будет.
Это сугубо ваш вопрос, это сугубо ваше будущее. И решать будете только вы. Наша тема, на что готов мужчина. Я уже сказала, он ради вас готов на все. Нет невозможного для этого человека, особенно если вы загадаете, либо попросите. И я так понимаю, что вы и сами об этом догадывались, либо вы уже это видели. В его глазах вы точно уже это видели. Мои хорошие, берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.